Альхамдулиллахи Раббил Аламин, ассалату вассаламу аля Расулиллахи Мухаммадин, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатуху. Месяц Рамазан, благословенный месяц Рамазан, шествует по земле и продолжается. Мы уже смогли удержать свои языки, свои взгляды и удерживаться от пищи и питья и от своих близких. В этом месяце уже половина месяца проходит. Благодарим Аллаха за это. Кроме благодарности ничего нет. Мы постоянно, каждодневно и каждоминутно, каждосекундно только благодарности Аллаху. Наконец-то в этом Рамазане, в этом месяце мы можем собираться вместе, совершать ифтары, совершать намазы таравих. Пророк Мухаммад Мустафа, саллиллаху алейхи вассалям, в одном из своих хадисов говорит, что месяц Рамазан разделяется на 3 десятка дней, то есть по 10 дней. Первый десяток – это дни милостей, второй десяток – это дни прощения грехов, и третий десяток Рамазана, то есть последний остаток дней – это спасение от огня ада. То есть получается, что если человек изначально с искренним намерением начинает поститься, совершать уразу, держать уразу с начала месяца и до конца, то Аллах не спошлет ему безграничную свою милость, простит ему все его грехи и в то же время спасет от огня ада и введет в сады благодати рай. Он обещает, Мухаммад ﷺ говорит, что для тех, которые держали уразу, для тех, которые постились целый месяц в Рамазане, Аллах Субхану ва Тааля открывает специальные врата в раю, которые называются Раян. Мы сейчас находимся во втором десятке дней Рамазана. Что же нужно делать в эти дни? Просить прощения. За каждый свой проступок, за каждый свой грех или грешок, или за каждую свою ошибку мы должны молить Аллаха и просить Его, чтобы Он простил нам, говоря «Астагфируллах», то есть «Прости, о Аллах, грехи, я обращаюсь к Тебе», или же говоря «Астагфируллах аль-Азим», Ты всевеликий Аллах, Ты всепрощающий, прости мне мои грехи, или же добавляем к этому еще «Астагфируллах аль-Азим ва атубу илейк», и я каюсь, я возвращаюсь к Тебе, то есть я каюсь перед Тобой, прошу прощения, о Аллах, за все свои грехи, прегрешения и за все свои проступки и ошибки. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, обращаясь к матери правоверных, Умму Айша, радийаллаху анха, когда она задала вопрос, какой же дуа нужно совершать в эти дни, в дни прощения или в Лайлатуль Кадр, в хадисе говорится про Лайлатуль Кадр, Мухаммад саллаллаху говорит, что побольше произнеси такие слова: «Аллахумма иннака гафун, тухиббуль гафуа, фагфур анни». О Аллах, Ты всепрощающий, Ты прощающий все грехи, Ты любишь прощать грехи своих рабов, прости же мне мои грехи. И постоянно повторяй, говорит он. То есть нам следует, когда мы вспоминаем об этом, то сразу же нужно повторять вот эти слова. Может быть, после намазов, может быть, когда вспоминаем. Потому что эти дни, благословенные дни прощения и дни спасения от огня ада, они действительно нам очень важны. Аллах Субхану ва Тааля в суре Аль-Исра говорит: «Валя тахфу ма лайса лака бихи гилм, инна ас-сам'a валь басара, валь фуада, куллу улаика кана анху мас'уля». Оберегай свой взгляд, свой слух и свое сердце от тех ненужных вещей, которые тебя не касаются, о которых у тебя нет знания. То есть этот аят, во-первых, говорит о том, что если у тебя нет знания, то никогда не раскрывай рта, говоря, что я вот
тебе хочу донести аят, хотя этого нету в аяте. Я вот видел это в хадисах, хотя нету такого хадиса. Берегитесь этого, говорит, и берегите себя от таких вещей. У тебя, если нету знаний, не говори об этом. Второй комментарий по этому поводу, то есть первое идет про знание, а второе про то, что если ты не знаешь человека или людей, то не шпионь за ними и не говори, что, может быть, они совершают вот это, может быть, совершают вот это. То есть не сплетничай и не говори про них нехорошие вещи. Ты не знаешь этого человека, что у него в сердце. Кроме Аллаха, никто не знает, что у него в сердце. Только из-за того, что он тебе не нравится внешне, не рассуждай про него. Потому что самые страшные грехи – это один из страшных грехов – это гайбат, сплетни. И мы знаем, что Аллах Субхану ва Тааля нам говорит в суре Аль-Ясин: «Ванахтиму афуахихим» – мы запечатаем ихние уста, «Ваташхаду арджулухум ва айдихим» – и будут свидетельствовать ихние руки и ноги. И к этому аяту, добавляя из сураты Аль-Исра, мы говорим, что и слух, и зрение, и твоя душа, твое сердце будут отвечать перед Аллахом. Они мас'уль, они ответственны перед Аллахом. Они будут отвечать. И ты не сможешь защититься и говорить, что нет, я этого не делал. Все твои органы будут свидетельствовать или за тебя, или против тебя. Из-за этого мы говорим: о Аллах, прости нам наши грехи, прегрешения и ошибки и недостатки. Аллахумма астагфируллах аль-азим ва атубу илейк. Или же Аллахумма иннака гафун тухиббуль гафва фагфу ганни. Да простит Аллах нам все наши грехи, прегрешения, проступки, ошибки, недостатки, и да ниспошлет всю свою милость в этом благословенном месяце, в Рамазан, и дай Аллах нам до конца выдержать этот Рамазан, и после Рамазана еще продолжить этот праздник вплоть до следующего Рамазана, сохраняя свои души, свои сердца, языки, взгляды и свое тело от нехороших проступков, грехов и нехороших вещей. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.